Друзья, коллеги. Представить свои научные труды сегодня приехали лучшие онкологи России. В этом зале специалисты республики в области раковых заболеваний получат бесценный опыт от коллег из института имени Герцена. Это не только лекции, но и участие в уникальных хирургических операциях, свидетелями которых станут региональные медики. Открывая первую научно-практическую конференцию, Муса Ахмадов отметил важность сегодняшнего события. Приезд такой представительной делегации и с таким хорошим багажом знаний для наших докторов это действительно неоценимо. Сегодня чувствуется такая мощная поддержка во главе с Андреем Дмитриевичем. Он уже, по-моему, за этот год 5-6 раз только у нас, когда ему не звонишь, то он в Крыму, то на Дальнем Востоке, действительно такая четкая преемственность с регионами, федеральным учреждением, она дает свои плоды. Начиная работу конференции, свой доклад представил доктор медицинских наук Валерий Старинский. «Зеркало российской онкологии», или как его еще называют в научных кругах, «Канцер-регистр», представил уникальные статистические данные, которых нет ни в одной отрасли медицины. Именно он занимается сбором, учетом и анализом раковых заболеваний в стране. Насколько достоверно мы учитываем. Если мы посмотрим, действительно и заболеваемость ниже, и смертность, так сказать, тоже не самая высокая. Но тем не менее, вот это показатель, который мы должны стремиться объективно оценить и его добиваться. Последние достижения в борьбе с раковыми заболеваниями в Чечне представил главный онколог республики. Это и оснащение новейшим медицинским оборудованием, открытие хирургического корпуса и подготовка квалифицированных специалистов. Проводимое мероприятие сегодняшний день республиканским онкологическим диспансером, развитие клинической базы, работа в районах республики ранней диагностики, профилактики, рентгенофилографических, маммографических, скринингов мероприятий, которые намечены на 2015 год, дадут существенное улучшение этих показателей. Научно-практическая конференция позволит онкологической службе Чечни обозначить наиболее проблемные вопросы в работе. Сегодня материальная база онкодиспансера позволяет проводить операции любой сложности. Теперь главная работа с кадрами, отметил директор научно-исследовательского онкоцентра имени Герцена Андрей Каприн. Очень важно. Ранняя диагностика. Сейчас задача и поставлена президентом Владимиром Владимировичем Путиным. И во время моей встречи с Рамзаном Ахмадовичем тоже он понимает эту ситуацию. Именно поэтому уделяю такое большое внимание диспансере. Я 6-й раз уже в диспансере вижу, какие изменения тут произошли. И важно, что это было тоже на местах, чтобы у врачей была настороженность онкологическая на местах, чтобы была ранняя выявляемость. В лечении больших опухолей метод хирургии остается единственным радикальным способом. Это рак внутренних органов, мягких тканей и головы. Если несколько лет назад эти операции считались уникальными, то сегодня они стандартно проводятся специалистами Республиканского онкологического диспансера. Практика профессоров института имени Герцена позволит им выйти на новый уровень. Нам прежде всего необходимо, чтобы наши сотрудники, наши специалисты имели тесный контакт постоянный, на постоянной основе. Одна из целей нашей проводимой конференции, чтобы создать вот такие тесные связи, чтобы мы могли постоянно импортировать те новинки, те методики, технологии, которые являются новыми и в противном случае могло бы занять годы, если не больше, внедрение этих методик у нас в республике. А так у нас будет возможность идти нога в ногу с их специалистами. Во второй части конференции под руководством Андрея Каприна прошла сложнейшая операция. Пациентка 80 лет с диагнозом рак правой почки. Мастер-класс директора научно-исследовательского онкологического института имени Герцена транслировался из операционной. За процессом хирургического вмешательства можно было наблюдать прямо из конференц-зала. Научно-практическая конференция будет проходить в течение нескольких дней. За это время лучшие специалисты России в области онкологии примут участие в еще нескольких операциях. Дагмара Касаева, Зура Саламова, Халид Мусаев. Новости.